обманываю вас? Конечно. Что? Почему? Номеров-то нет. Как? А что мне теперь с ним делать? Вам сидите. Да, это контрольная закупочка. Найди 5 отличий. Сотрудники МВД по Ингушетии призывают жителей к бдительности в обороте фальшивые купюры. С начала 2023 года в регионе уже зарегистрированы 3 случая сбыта поддельных денежных средств номиналом 5000 рублей. Одна купюра была выявлена при сбытии в торговом центре. Остальные купюры были выявлены при обращении граждан в банк. То есть ранее ими были получены эти денежные средства, они засомневались в подлинности, обратились в банк. Банк уже сообщил нам, и провели мы свои мероприятия. Обычно сбыт идет в крупных городах, в крупных регионах. То есть здесь, опять-таки, специфика региона такая, что все друг друга знают. Люди могут опознать лиц, которые осуществили сбыт поддельной купюры, и предоставить эти сведения сотрудникам полиции. По словам полицейских, эта цифра для региона серьезная, ведь за весь 2022 год был выявлен на территории республики только 1 случай. В связи с этим Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел усилило работу по борьбе с распространением фальшивых денег. Проводятся оперативно-розыскные профилактические мероприятия. Были организованы ряд встреч с руководителями служб банков, где были также обговорены мероприятия по взаимодействию крупных сетей, магниты, автозаправочные станции. Также участковыми уполномоченными на территории Республики Ингушетия были проведены мероприятия по обходу и разъяснительным беседам с магазинами, торговыми точками, то есть как выявляется, как профилактируется и что необходимо делать в случае выявления. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе, такси, сельхозрынки, автозаправочные станции и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот. Сбывают их при пути следования по трассе, либо заезжают в город, смотрят, чтобы не было камер видеофиксации, и приобретают, как правило, не на всю сумму, а так называемый размен. То есть там сумма в пределах 300-500 рублей. Там какие-то товары незначительные, там CD-диски, что-то еще, то есть в зависимости от торговой точки. И гражданам необходимо очень внимательно обращать внимание, если им предлагают разменять денежную купюру просто. Преступления, связанные с незаконным оборотом поддельных банкнот, зачастую раскрываются при своевременном обнаружении фальшивки в месте ее сбыта. Изготовление, хранение, перевозка и сбыт липовых купюр Центробанка России, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением, и наказание за него суровое. За изготовление, сбыт поддельных денежных купюр предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. То есть эта категория преступлений отнесена к тяжким, особо тяжким. Соответственно, ничего хорошего гражданам, которые этим занимаются, не будет. И вопрос этот стоит остро на постоянном контроле Управления экономической безопасности и, в принципе, МВД по Российской Федерации. В случае обнаружения поддельной денежной банкноты правоохранители призывают проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Если фальшивые деньги все же оказались в вашем кошельке, ни в коем случае нельзя ими рассчитываться за услуги и товар. За это могут привлечь к уголовной ответственности. Лучше не предпринимать никаких действий для задержания. То есть постараться оставить эту купюру у себя, вызвать сотрудников полиции, обратиться по телефону, вызвать, сообщить. Если гражданин, который пытался сбыть, пытается скрыться, то есть максимально запомнить внешность его, какие-то признаки, транспортное средство, если у него номеры, знаки автомобиля. И то есть максимально предоставить информацию сотрудникам полиции для выявления данного гражданина. В
целом в России мошенники все с меньшим интересом занимаются подделкой банкнот. Но это не исключает вероятность, что злосчастные наличные окажутся в ваших руках. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают 5000-е купюры. По 500 и 1000 встречаются редко. Мошенникам их невыгодно рисовать. Случаев изготовления фальшивых банкнот в Ингушетии не было выявлено. Защитить от липовых денег может внимательность. Стоит обращать внимание на ряд признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения. В основном это защитная нить. Она должна быть плотно прилегать к поверхности купюры, не отслаиваться, не расслаиваться. То есть на просвет это водяные знаки, то есть там специальные нанесения шершавой там поверхности, так называемая перфорация, которая, если наносится кустарным способом, это заметно. То есть качество бумаги, опять-таки, и номера, выполненные на купюрах, как правило, на подлинных денежных банкнотах, они не стираются. Достаточно чем твердым предметом по номеру провести. Если он стирается, это признак поддельной денежной купюры. Также фальшивомонетчики используют водорастворимые красители. Если потереть серию и номер банкноты, краска начнет стираться. Распознать подлинность денежных купюр могут в любом отделении банка. Экспертиза бесплатная. Если банковским сотрудникам не удастся установить подлинность денег, то их отправят на проверку в Банк России. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.